Накануне в Москве завершился 13-й открытый фестиваль искусств «Черешневый лес». Его сопровождали музыкальные, кино- и театральные премьеры и перформансы. Хедлайнером последнего концерта стал Государственный симфонический оркестр Татарстана под руководством Александра Сладковского. Это единственный посланец нашей республики, который был приглашен на одно из главных светских мероприятий театральной весенней Москвы. Концерт был посвящен 140-летию Сергея Рахманинова, музыку которого вместе с оркестром играл и Денис Мацуев. Подробнее в эксклюзивном материале Дмитрия Пивоварова. Прошедшее, продолженное, настоящее, будущее. Лейтмотив фестиваля искусств этого года, объединяющего разные виды – театр, музыку, изобразительное искусство, сценографию и кино. По силам и возможностям это уже устойчивый бренд, сродни московским кинофестивалям или празднику искусств «Белой ночи» в Санкт-Петербурге. Попасть сюда в роли участника и зрителя очень престижно. На концерте симфонического оркестра Татарстана Александра Сладковского, Дениса Мацуева, Василия Ладюка и нашей землячки Венеры Гамадеевой, а также хора имени Попова не было свободных мест. Переполненная эмоциями публика чуть не снесла арку металлоискателя, чтобы попасть в зал. Пришлось нарядных дам и господ пускать по очереди и порциями. Так привычнее. Появление наших музыкантов в концертном зале имени Чайковского не случайно. В прошлом году маэстро Сладковский был удостоен главного символа фестиваля – премии имени Олега Янковского в номинации «Творческое открытие». Собственно говоря, с этого все и началось, потому что я ее получал как дирижер за развитие оркестра Республики Татарстан. И спустя год, в тот момент, когда мне вручали, год назад, Михаил Эрнестович Куснирович сказал мне: в следующем году приедете все. И вот практически тогда была решена уже судьба этого приезда, и я психологически знал, что это будет, и это очень сложный концерт, необычный, с выдающимися солистами. Эмоции переполняли весь огромный титанический ансамбль зрителей и слушателей, которые таким образом ставили точку в марафоне искусств и поклонились Сергею Рахманинову, второй концерт которого для фортепиано и оркестра, как всегда, не снижая накала, сыграл Денис Мацуев. Народный артист России пребывал в восторге. Он признался, что как будто бы играл с бостонским, лондонским или нью-йоркским оркестром, но не только из-за этого. Сейчас в таком вдохновенном состоянии того, что позавчера играл на его рояле. На сцене в Люцерне, это был подарок Наталье Рахманиновой. В эти фестивальные дни, которые там происходили, я играл третий концерт на его рояле. Словами очень сложно описать, что я сейчас чувствую. В Черешневом лесу трудно потеряться, а посему подобные визиты обещают быть постоянными. Мацуев и Сладковский же встретятся вновь теперь уже в Казани на международном проекте «Белая сирень». Он в этом году станет доступным и гостям Всемирной летней универсиады. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир». И сегодня